Саламатсызбы? Куш келесиздер. По нашему обычаю, приветствую, обязательно национальным кумысом встречает гостей. Ассаламу алейкум, ау, Иркутты елеп жашаган кыргыздарым аманбы. Барынан мурда жашаган, ата теген калтырган, Байкөлдө жашап жүргөндөй, кыргызым элим аманбы. Пожалуйста, заходите. Қанамесе келіңіз, нандан, туздан, ос дейіңіз. Келіңіз, пожалуйста, по нашему обычаю, первый очередь обязательно хлеб и соль он встречает гостей. Спасибо. Пожалуйста. И национальный у нас напиток кумыс. Пожалуйста, угощайтесь. Спасибо. Вообще, киргизы в Сибири жили во 2-3 веку около озера Байкал. Это называется по-киргизски Байкөл, то есть богатая Бай, богатая Көл, озеро. 100 лет киргизы здесь жили, великий державой Каганатом. Если возьмем современных киргизов, из них начало века Сибирь сослан был наш демократ Акын Токтогул Сатылганов. Он певец был, акын был, самый знаменитый из Киргизии. На ходу сочинял песни, очень опытный, очень богатейший. Сейчас сколько живет киргизов на иркутской земле? Сейчас в современном данном моменте живут около 15 тысяч киргизов. Многие взяли гражданство, российское гражданство. Многие приезжают, работают временно и уезжают. Я сам лично пришел в 1980 году. Здесь я сверхсрочную службу на станции Белая. Есть часть, поселок Средний авиационный полк. Там я служил 2 года. После окончания службы остался учиться здесь. Окончил сельскохозяйственный институт. У меня 6 детей. Первая это дочка Гульнара зовут, Орзмамат. Он очень много занимается песней. С левой стороны у меня сидит Аяш. Аяш сидит. Это по-нашему называется самая близкая друга. Жена Аяш называется по-киргизски. Мы по именам не скажем. Аяш скажем. Вот Аяш Дильбрахан зовут. Дальше сидит сын мой Бай Мамат. Он в 7 классе кадетской школе учится здесь. Дальше сидит Ать Мамат, сын младший, в 4 классе, в 10 школе учится. В национальном костюме, который сидит моя жена Минавархан, жена моя. И самый младший сын Мырза Мамат. Учится в этом году, окончил 3 класс. Вам научат основные части. Это называется верхняя часть түндүк. Ветера никогда нет. Вот, пожалуйста, открываем түндүк. После түндүка идет к ним ук. Юрте 80 штук. Отсюда могу показать, вы видели, да, вот эти ук. Это сверху делали украшения. После түндүка ук называется. Ук соединяется кирге. Вот сюда кирге. Здесь дом. Здесь в этом доме 5 ханатов, то есть делений. Из каждого деления делается. У киргизского дома самый большой ханат до 12 делений. 12 делений, считайте, больше таких, 2-3 штуки больше таких, думаю, и повыше. Самое главное этого свойства, землетрясение никогда не падает. Даже высокие 12-бальные землетрясения, она стоит на месте. Все украшения. Украшения, внутри идет все ушивка украшения. Например, вот на охоту ездишь, и из охоты принес лиса. Здесь в этом доме 2 лица. Потому что в Сибири вот эти лисы живут, медведь. И основные делятся внутри. Когда заходишь, левая часть, угол считается кухней. Эта половина считается гостиной. И плюс ночью это гостиная тоже делится. В этом в конце лежат дети, в середине лежат хозяева, а в левом стороне гости, для гостей. У нас национальные костюмы, мужской костюм, всегда у мужиков одевается на голове колпак. Колпак это очень удобно одевать, она легкая, из шерсти делается, во-первых. Зимой она дает тепло,
А летом, когда жара, она дает холод. Вот орнамент обозначает все киргизские народы от Байкала до Сыкуля ходы показывает. И этот называется мужской чепкен. Они тоже готовятся всех возрастов. Бывают черные, бывают свадебные, бывают ежедневные, бывают парадные. А из женских одежд, которые вы видите, самый головной убор называется элечек. Элечек обозначает, это тоже почетная, она мать, почетная киргизка. И плюс самые лучшие образы орнамент обозначает. Элечек тоже одевает обычно наши бабушки, прабабушки, очень пожилые люди обычно, после 50 лет. Дальше идет у нее кемсель, женская, камзер тоже можно назвать. И вот это тоже орнамент полностью обозначает киргизские длинные пути. Пожалуйста, Елена, мы решили вам примерить костюм национальный, пожалуйста. Как раз на вашего возраста, на киргизский, чтобы похоже будет. Мы это готовится, вот это тесто, это бешбармак. Добавляем это мука, соль и вода. 3 состава, да? Да, 3 состава только. И вот это так вот делаем. А что у нас должно получиться? Катаем это, большой катаем, и потом резем это, сейчас покажу. Вы мне дадите что-нибудь попробовать? Да, обязательно. Это как называется? Это уалик, это киргизский называют уалик это. На праздники всегда готовят такое блюдо? И как тогда праздник, тогда гость придет, обязательно бешбармак делаем. Это по-киргизски это настоящее блюдо, это бешбармак. Так, как нужно резать? Вот так видите? Примерно на сколько? Вот это и вот так. Вы мне отдайте ножик кому-то? Вот такой и вот такой. Угу, хорошо, давайте я попробую. Тесто уже готовили уже. Сейчас это мясо резим мелко-мелко и мелко-мелко, тонкий-тонкий. И добавляем, и лук добавляем. Чем это тесто, много мяса надо. Это вкусно будет. Турайбер. Мы готовили это блюдо, это по-кыргызски, это бешбармак. Добавляем это тесто и мясо, лук. Кушайте, приятного аппетита. Спасибо. Киргизский национальный кумус сделано тысячелетиями тому назад. Появление кумуса получилось так. Люди наши были кочевые, киргизский кочевой народ. Зарезали козла и от козлы кишечника сделали струну. Сушится и специально вот эти кыл называется, то есть струна. Сыграет мой старший сын Орз Маамат. В этом музыке обозначается весь история киргизского народа. От появления до сегодняшних дней с одной мелодией можно объяснить, как живет киргизский народ.
Еще один инструмент киргизского народа – ос-хомус. Пожалуйста, ос-хомус – это самый национальный киргизский хомус. И так можно играть языком. Видишь, так можно играть. Сам маленький инструмент, но играет очень много музыки. Песня с музыкой называется «Апакем». Посвящается для своих матерей. Каждый любит свою мать как родину свою. Поэтому песня называется «Апакем». Мамочки, давай. Игра называется «Топташ». Топташ играет основные девушки, делится на две части. Сначала по одной, каждый камень берет, не должен ошибаться. Потом по две, потом после окончания по три. Вот так же увеличивается каждым шагом, чтобы без ошибки должен играть. Потом оптом. С одним камнем остальных должен забрать за один раз. Города Иркутска желаем самого наилучшего. Семьям здоровья, благополучия, чтобы у них получилось, что мечтают они, что получилось всегда. Мы желаем счастья людям, счастья этому дому, счастья моему Аяшу, счастья всем, которые живут в городе Иркутска. Да? Спасибо вам. Аминь.